Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 24 июля, воскресенье, неделя 6 по Пятидесятнице. Сегодня свои именины отмечают православные христиане, нареченные именем Ольга. Пусть мир и Божье благословение пребывает с вами, дорогие именинницы. Желаю вам помощи Божьей в добрых делах и благих начинаниях. Святая равноапостольная княгиня Ольга была супругой великого князя Киевского Игоря. Род князей Изборских, которому принадлежала Ольга, имел как русские и варяжские скандинавские корни. Так и супругу Игоря звали варяжским именем Хельга, в русском произношении Ольга. Женское имя Ольга соответствует мужскому Олег, Хельги, что значит «святой». Хотя языческое понимание святости совершенно отлично от христианского, но и оно предполагает в человеке особый духовный настрой, целомудрие и трезвение, ум и прозорливость. Раскрывая духовное значение имени, народ Олега назвал вещим, Ольгу – мудрой. Предания называли ее родовым именем село Выбуты, что в нескольких километрах от Пскова, вверх по реке Великой. После убийства князя Игоря древлянами все бремя власти легло на плечи Ольги. Отомстив убийцам своего супруга, княгиня занялась укреплением власти Киевского великокняжеского престола, централизацией государственного управления, улучшением обороноспособности киевской державы. Заслугой Ольги стало установление погостов, постоянных мест сбора дани. Именно на погостах после крещения Ольги стали появляться первые на Руси храмы. Летом 954 года Ольга отправляется с мирным визитом в Константинополь, Царьград, для налаживания связей с могущественным южным соседом. Здесь происходит духовное перерождение княгини. Ее сердце открывается православию, и она решает стать христианкой. Таинство крещения совершил над нею патриарх Константинопольский Феофилакт, а восприемником был сам император Константин Багрянародный. В крещении было наречено имя Елена в честь святой равноапостольной Елены, матери святого Константина, обретшей честное древо креста Господня. В русской летописи сохранились рассказы о том, как решительно и на равных разговаривала Ольга с императором, удивляя греков духовной зрелостью и государственной мудростью, показывая, что русскому народу под силу воспринять и умножить высшие свершения греческого религиозного гения, лучшие плоды византийской духовности и культуры. Святая Ольга, став христианкой, ревностно предавалась подвигам христианского благовестия среди язычников и церковного строительства. Она воздвигает храмы святителя Николая и святой Софии в Киеве, Благовещение Пресвятой Богородицы в Витебске, Святой Живоначальной Троицы в Пскове. Псков с того времени называется в летописях Домом Святой Троицы. Храм, построенный Ольгой над рекой Великой, на месте, указанном ей по свидетельству летописца, свыше лучом трисиятельного божества, простоял более 1,5 веков. И другой важнейший памятник русского монументального богословия, как называют нередко церковное зодчество, связан с именем святой равноапостольной княгини Ольги, храм Софии Премудрости Божией в Киеве, заложенный вскоре по возвращении ее из Царьграда и освященный 11 мая 960 года. Этот день отмечался впоследствии в русской церкви как особый церковный праздник. Святая Ольга много сделала для увековечения памяти первых русских исповедников имени Христова. Над могилой Аскольда воздвигла Никольский храм, где, по некоторым сведениям, сама была впоследствии похоронена. Над могилой Дира вышеназванный Софийский собор, который, простояв полвека, сгорел в 1017 году.
Христианизация Руси Ольгой встретила яростное сопротивление среди ее языческого окружения. Она не смогла преуспеть в этом благом деле, которому она решила посвятить всю свою жизнь. Святая Ольга оставила власть своему возмужавшему сыну, язычнику Святославу. Но так как тот больше времени проводил в походах и битвах, чем в Киеве, ей часто приходилось брать бразды правления в свои руки. Однако вопрос крещения Руси пришлось пока оставить. Святая Ольга скончалась 24 июля 969 года. В последние годы среди торжества язычества ей когда-то, гордой владычице, крестившейся от патриарха в столице православия Константинополе, приходилось тайно держать при себе священника, чтобы не вызвать недовольство противников христианства. Но перед смертью, вновь обретя прежнюю твердость и решимость, она запретила совершать над ней языческие обряды и завещала открыто похоронить ее по православному обряду. Пресвитер Григорий, который находился с нею в 957 году в Константинополе, в точности выполнил ее завещание. Дорогие братья и сестры, пусть мир и Божье благословение пребывают с вами.